Обучение музыке всегда ценилось в обществе, а тот, кто владеет каким-либо инструментом, всегда заслуживает особого внимания. Ежегодно стены музыкальной школы города Канаш пополняются новыми юными музыкантами, и со временем все они становятся истинными ценителями настоящей музыки. Праздник посвящения в первоклассники в жизни юных дарований имеет колоссальное значение. Педагоги и учащиеся старших классов стремятся сделать этот праздник интересным, ярким и незабываемым. Первым веселым и озорным персонажем мероприятия стал Незнайка. А вот и я. Зовусь Незнайка. Хочу играть на балалайке. А может мне сыграть на скрипке? Сыграю все, я без ошибки. Или на баян. А может петь? Незнайка, нужно все уметь. Благодаря ему улучшилось и без того прекрасное настроение. Путь посвящения в первоклассники по традиции оказался непрост. Ребятам первых классов пришлось разгадывать загадки, где они успешно показывали умение быстро ориентироваться в названиях музыкальных инструментов и динамических оттенках. Ребята постарше показывали достойную игру на разных музыкальных инструментах и смело выступали на большой сцене музыкальной школы наряду с опытными педагогами. Ребята, помогавшие в проведении праздничного концерта, исполнившие роли вокалистов острова Вокалия, буквально зажгли своим ярким выступлением всех зрителей музыкального зала. По-настоящему истинное восхищение и неподдельную радость у всех гостей мероприятия, особенно у юных дарований, вызвали сказочные гости торжества «Незнайка» и «Фальшивая нота». Артисты, исполнившие данные роли, покорили всех своим артистизмом, эмоциональностью и харизматичностью. А сказочное путешествие на остров Вокалия понравилось всем без исключения – и детям, и их родителям. Клянусь, будь я мать или будь я отец, ребенку всегда говорить «молодец». Клянусь я в учебе ребенка не строить, клянусь вместе с ним инструмент ваш освоить. Чуткие, ответственные родители юных музыкантов-первоклассников рассказали нам, кого они привели в музыкальную школу, на какое отделение поступили их дети, и поделились своими впечатлениями с праздничного концерта. Я привел своего сына, Давлетшина Илью Рамилевича, в первый класс, на хоровое и вокальное. Мой сын Илья пошел в класс фортепиано, потому что ему самому понравилось это. Я изначально хотел, предложил ему пойти на гитару, но он сказал, пока похожу туда, а потом буду ходить уже на гитару. Сегодняшний праздник очень яркий, насыщенный, эмоциональный, очень душевный.
Мне очень понравилось. О, здоровски, суперски. Привел своего сына Васильева Игоря Валерьевича на класс фортепиано. Ну, так как у меня старший сын тоже ходил 8 лет в эту же музыкальную школу, и преподаватель Чмарова Марина Васильевна, и мы тоже, он все время хотел тоже играть, ну, со старшим сыном, ну, скажем так, мешал ему. И мы решили его тоже привести сюда, в эту же музыкальную школу, в первый класс, и тоже к этому же преподавателю. Сегодняшний концерт очень сильно понравился мне, эмоциональный, веселый, все довольные, и преподаватели, и сами дети, и родители, насколько я увидел это. Мне тоже он очень понравился. Ребенку нравится, приходит, говорит, что чем занимался сегодня. Я вопросы задаю, как, говорю, Марина Васильевна относится к тебе нормально. Стараюсь все задания ее выполнять, и, естественно, мы сами контролируем это. Сегодня я привела в музыкальную школу своего старшего сына. Его зовут Илья. Он очень хочет научиться играть на гитаре. Некоторые ноты мы с ним пытались разучить за лето. Вот к нему пришло такое желание, я его поддержала. И сидя сегодня в зале, очень приятно наблюдать за нашими талантливыми детками города Канаш. Даже в некоторых моментах готова была прослезиться. Очень сложный выбор стоял перед сыном. Он пытался ходить на спортивные секции, борьба, но выбрал все-таки музыку, именно музыкальную школу нашего города. Его вдохновляли на концертах, которые мы посещали, дети талантливые. Он тоже хотел, глядя со сцены на всех, блистать. Я поддержала его в этом. И очень хочется пожелать нашим первоклассникам музыкальной школы больших творческих успехов. Мероприятие очень колоритное, все здорово, герои замечательные, замечательная ведущая. Приятно наблюдать за ними, очень здорово. Я привела свою дочь, единственную пока на данный момент, Софию, в класс фортепиано и хоровое пение. Вдохновила меня на этот путь наш детский садик города Канаш номер 8, его замечательная заведующая. Обучение в музыкальной школе ребенку нравится, идет с удовольствием, хотя минуя 5 классов, сразу же бегу в музыкальную школу. Лиана Анатольевна Андреева, директор детской музыкальной школы города Канаш имени Максима Дормидонтовича Михайлова, рассказала нам в целом о мероприятии и высказала искренние добрые пожелания юным дарованиям музыкальной школы. Сегодня в нашей музыкальной школе радостное событие. Наша музыкальная семья пополнилась юными музыкантами, вот такими замечательными первоклассниками. Ребята, вам понравилось сегодня представление? Да! Вы счастливы быть нашими музыкантами нашей музыкальной школы? Да! Будете стараться? Да! Я от всей души желаю нашим юным музыкантам старания, терпения, трудолюбия и получать удовольствие, ребятки, от ваших занятий музыки. Пусть музыка сопровождает вас в течение всей вашей жизни. Праздник посвящения в первоклассники, как всегда, получился теплым, радостным и запоминающимся. Все артисты и исполнители очень старались, а зрители отвечали дружными аплодисментами. Людмила Матвеева, Павел Демин. Детская музыкальная школа имени Максима Дормидонтовича Михайлова, города Канаш.